дороги, аэропорты, смена часовых поясов и пейзажей. Чем не источник вдохновения? Так, трехлетнее путешествие российской художницы Натальи Тур стало результатом серии работ и передвижной выставки «Направление Север-Юг». Проехав по музеям нескольких стран и десятка городов, экспозиция прибыла в Казахстан. Первое полотно, которое встречает зрителя, это дипломная работа художницы «Северная деревня». От картины словно веет суровым холодом, но при этом чувствуется теплое отношение автора к тому, что на ней изображено. Художница говорит, что эта работа как бы не какой-то конкретный образ. Это скорее собирательный образ Севера, в котором она воплощает свои детские прекрасные воспоминания. Дальше экспозиция постепенно перемещается на юг. Здесь уже больше света, меняется цветовая палитра. Юг вдохновляет художницу на прогулки по улочкам Парижа и Амстердама, на чаепитие на морском побережье. В произведениях этой серии мы видим, что художник использует очень много предметов, деталей. Она добавляет в свои произведения цветы. Мы видим, что это очень яркий солнечный колорит. Как мне кажется, художники, именно рожденные на севере, очень чутко отзываются на эту яркость южных широт. Еще одна деталь, по которой можно узнать Наталью Тур среди других художников – объединение натюрмортов и пейзажей. На многих ее картинах распахнутые окна. Вдали раскинулся лес или плещется море, а на подоконнике или столе у окна приятные мелочи. Их Наталья тщательно отбирает и не расстается с ними даже в поездках. Художница путешествует и возит с собой любимые вещи. И в некоторых картинах мы можем увидеть, как они повторяются. Например, розовый сервиз. Части этого сервиза мы можем увидеть в разных произведениях. Наталья Тур очень любит путешествовать, поэтому мы наверняка еще увидим чашки из розового сервиза на других картинах с новыми пейзажами за окном.